Между тем, на мировом рынке наблюдается ослабление доллара. Первый месяц 2017 года для американской валюты оказался периодом падения. К концу января курс доллара достиг трехмесячного минимума по отношению к основным мировым валютам. Причин тому несколько. Основная политическая, а именно заявление и указы нового президента Соединенных Штатов. Доллар показывал падение в день инаугурации. Падал американец и из-за статьи в Wall Street Journal, где была опубликована цитата Дональда Трампа, где он назвал валюту своей страны слишком сильной, в то время как китайский юань падает камнем. Наши компании не могут конкурировать с ними из-за слишком сильного доллара, и это нас убивает, заявил Трамп. Заявление о сильном долларе Трамп сделал, критикуя налоговую реформу, предложенную Конгрессом о введении пошлин на импорт и снижении налоговой нагрузки на экспортирующие компании. Deutsche Bank прогнозировал, что это может вызвать рост курса доллара еще на 15%. Критиковал Трамп, и следом за ним его же советник денежную политику Германии и Японии, обвиняя трех основных партнеров своей страны, Китая, в том числе в девальвации валют в ущерб американской экономике. Эксперты видят в этом веское доказательство серьезности намерений 45-го президента США покончить с политикой сильного доллара, который в течение 20 лет продвигали его предшественники со времен администрации Клинтона. Первое же президентское решение Трампа о выходе Америки из стран Тихоокеанского партнерства ТТП слабо отразилось на мировом валютном рынке. Прогнозируя возможные финансовые последствия этого отказа от глобализации, Forbes пишет: отказ США от сотрудничества в партнерстве ставит под вопрос другую ключевую мировую коалицию – мировую платежную систему, основанную на долларе США. Позиции доллара в азиатском регионе неизбежно пошатнутся. Американским банковским регуляторам теперь будет намного сложнее добиться сотрудничества от своих недавних союзников. Одновременно это сильно упростило Китаю задачу построения собственной платежной системы. Серьезно отреагировали рынки и на самый пока жесткий указ президента Трампа об ужесточении мигрантской политики. Ограничения на въезд иммигрантов возобновили опасения о влиянии политики новой администрации на экономику. В конце января Трамп запретил въезд в США гражданам 7 стран с преимущественно мусульманским населением и принял меры по противодействию въезду беженцам. Дешевел доллар и на фоне решения Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки. В принципе, такое решение ФРС ранее прогнозировалось. Федеральная резервная система, не повышая ставки, оставила стоимость доллара на прежнем уровне. Так, считают аналитики, проявляется потрясение ФРС от указов президента. В результате Федеральная резервная система Соединенных Штатов решила не повышать ставку так агрессивно, как ожидали инвесторы. К концу января дорожает и нефть. Стоимость черного золота на прошлой неделе перешагнула за отметку $57 за баррель. Произошло это после того, как стало известно о январском сокращении добычи нефти группы ОПЕК плюс 11, более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Валюты нефтяных стран, в том числе России и Казахстана, стали на этом фоне укрепляться по отношению к доллару. Падение доллара заставило российские власти заговорить о необходимости снизить курс рубля. Минфин России считает, что нынешний курс рубля завышен искусственно и планирует девальвировать российскую валюту минимум на 10%. Прошлую неделю в России курс доллара обновлял минимум, и к пятнице на московской бирже стоимость американской валюты упала до показателя июля 2015 года – 58,5 рублей, пишет РБК. Для российского бюджета при нынешней цене на нефть $55 за баррель такой валютный курс называется невозможным. При подготовке основных направлений бюджетной политики России на 17-19 годы рассчитывалось, что стоимость черного золота не опустится ниже $40. В законе о бюджете среднегодовой курс доллара должен был составить 67,5 рублей. Начало февраля обрадовало более позитивными ценами на нефть, но крепкий рубль не ожидался. Здесь, помимо стабилизации цен на нефть, более действует политика Трампа по ослаблению американской валюты, которую уже называют валютной войной. Экономические тенденции начала года в запланированный бюджет России не укладываются. Пока временно вводится в действие новое бюджетное правило, когда для сохранения утвержденных ориентиров Центробанк по поручению Минфина будет закупать валюту на сумму, превышающую запланированные доходы бюджета от продажи нефти при цене $40 за баррель. Эти действия Центробанк уже попросил не рассматривать как возобновление валютных интервенций для сдерживания курсов. Напомним, Россия в 2015 году перешла к плавающему валютному курсу. Но финансовый регулятор отмечает, что схема позволит обеспечить предсказуемость условий развития. При нынешней цене нефти $55 за баррель, чтобы соответствовать утвержденным бюджетным параметрам России, курс доллара в этой стране должен быть чуть более 64 рублей. Представители финансовых властей уже отметили, что таким образом пытаются уйти от зависимости от сырьевых поставок. Представители финансовых властей заявляют, что таким образом пытаются уйти от зависимости от сырьевых поставок, а эксперты отметили, что при общем снижении уровня жизни населения шаг окажет положительное воздействие на производителей-экспортеров. Более слабый рубль повысит их конкурентоспособность.
конкурентоспособность на рынке. По подсчетам финансистов, после девальвации рубля курс доллара по отношению к российской валюте составит примерно 69 рублей за доллар. Фактически российский рубль сравняется с кыргызским сомом. Власти Узбекистана также начали вести разговоры о необходимости девальвации сома. Как отразится это на кыргызской экономике? Бизнесмены Кыргызстана уже не раз говорили о том, что сом тоже необходимо оценить по реальной стоимости. Для поддержания нацвалюты Национальный банк периодически проводит интервенции. К концу 2016 года сом по отношению к доллару укрепился на 10% по сравнению с началом 2016 года. А в стране впервые была зарегистрирована дефляция. Эксперты уверены, пока не пройдут президентские выборы, будут предприняты все усилия, чтобы удержать сом на плаву. Кто и каким образом сдерживает падение кыргызской валюты? На эти и другие вопросы Capital ответил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов. Знаете, иногда складывается ощущение, что Кыргызстан живет в каком-то своем обособленном мире. Если прошлый год обозначился там каким-то резким укреплением доллара даже в странах, которые являются нам основными торговыми партнерами, то у нас доллар держался. Сейчас, когда практически во всем мире, возможно, за исключением Турции, некоторых других стран наблюдается наоборот падение доллара, доллар держится в Кыргызстане. Почему такие странные события, которые как бы отделены от мировой тенденции, происходят в Кыргызстане, при том, что мы всегда говорим о том, что экономика страны маленькая, мы очень сильно зависим от внешних шоков и вообще от внешних событий. Ничего странного здесь нету. Вообще рыночное курсообразование очень сложный такой процесс. В первую очередь обусловлен состоянием экономики страны, состоянием экономик стран наших партнеров. На сегодняшний день ничего странного не происходит, то есть курс на сегодняшний день такой, какой он должен быть. Каковы вообще причины того, что доллар сейчас стабилен, не двигается ни вверх, ни вниз, как во всем остальном мире? Ну, то, что он не двигается ни вверх, ни вниз, это неправильно. То есть с начала года мы видим разнонаправленную динамику курса, то есть то он вверх поднимается, то вниз, просто колебания не такие большие. Это связано в первую очередь с экономикой нашей страны и экономикой стран наших основных партнеров. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что в нашей стране уже с 1993 года используется плавающий режим обменного курса, то есть все определяется спросом и предложением. То есть цена доллара определяется именно этими рыночными правилами. То есть на сегодняшний день, значит, потребность доллара такова. Каковы цели интервенции? Цель интервенции – это в первую очередь сглаживать резкие колебания обменного курса. Но судя по тому, что происходит в Кыргызстане, складывается ощущение, что интервенции здесь нужны как раз как инструмент сдерживания курса больше. Даже не сглаживания каких-то шоков и последствий от резкого колебания, а именно сдерживания. Ну, сдерживания такого термина у нас нету. Есть фиксация курса. Фиксации курса тоже на сегодняшний день нет и не может быть, потому что у нас плавающий обменный курс. Мы только можем выходить с интервенциями для того, чтобы немножко нивелировать факт. Здесь же надо понимать одно, то есть многие иногда в прошлых годах, когда мы выходили с интервенциями, говорили, вот Национальный банк вышел с интервенцией, продал столько-то миллионов долларов, а курс продолжает расти. То есть, но по идее по идее это же так и должно быть. Когда Национальный банк выходит с интервенциями, он просто сглаживает вот это резкое колебание, и доллар должен дальше расти. Но вот почему-то кыргызская валюта в последние года два вообще показывает, наверное, редчайшую устойчивость, и даже по сравнению я же говорю, со странами нашими партнерами. Но это неправильно будет говорить, что последние года два. Если вы посмотрите с начала введения сома, все это время национальная валюта относительно других стран она была твердой. То есть если вы даже посмотрите на наши купюры, то есть наша самая большая купюра номинал какой? 5000 сомов. В других странах посмотрите, есть и 10, и 20 тысяч. То есть вот вам и показатель. То есть это не только вчера, сегодня. Это было всегда в Кыргызской республике. И именно режим гибкого обменного курса позволяет абсорбировать все эти внешние шоки Национальному банку. А вот какие реальные причины того, что сом оказывается более стабилен? При том, что я говорю, у нас экономика она недостаточно развита для того, чтобы удерживать национальную валюту.
Ну, насчет экономики недостаточно развитой, я не знаю, это вопрос к правительству. Но если вы посмотрите, последние 3 года экономика показывает устойчивый прирост. Да, небольшой, но у нас есть рост ВВП. Да, у нас есть падение в определенных секторах, но в других секторах есть же развитие. Соответственно, это вот отражение, то, что происходит внутри нашего рынка, это видно на национальной валюте. То есть прямого влияния ситуации там с обменным курсом в Казахстане, в России, в других странах нету. Но есть тысячи нитей, которые связывают нашу экономику с экономиками других стран. Тот же самая стоимость на ГСМ, та же стоимость на муку, та же самая стоимость на уголь, она может иметь воздействие на нашу экономику. Вот так как в прошлом году на основные цены продуктовые не сильно изменялись. В прошлом году даже наблюдалась дефляция. Совершенно верно. Это вот связано с тем, что большого роста не было на эти основные виды продуктов, которые наше население потребляет и которые входят в расчет инфляции. С этим все и обусловлено. В чем заключается причина устойчивого СОМа? Я повторюсь, потому что структура экономики показывает падение экспорта. Это уже не как было в прежние времена, когда импорт превышал экспорт 3 раза. Сейчас импорт превышает экспорт в 4 раза. Да, согласна, наблюдается небольшое повышение мигрантских переводов. Но вот если взглянуть на картину в целом, то вот таких вот реальных притоков иностранной валюты, которая бы поддерживала СОМ, ну, я не вижу. А что вы подразумеваете под понятием реальный приток? Реальный приток – это средства, которые идут от экспорта, средства, которые идут по денежным переводам мигрантов, ну и в том числе, возможно, какие-то грантовые и кредитные средства. Может быть, в них заложена как раз вот эта вот сила, которая сдерживает СОМ. Вообще надо же смотреть на ничего нового в экономике придумать невозможно. То есть есть такое понятие, как платежный баланс. В платежном балансе это экспорт, импорт показывает торговый баланс страны. Но есть еще счет движения капиталов, где показываются инвестиции, те же самые денежные переводы мигрантов там отражаются. И у нас в общем платежный баланс в принципе положительный. Поэтому никаких таких проблем и не должно быть. Такой явной прямой связи нету. Ну и что там в Казахстане девальвация тенге произошло, ну и что в России девальвация рубля. Это в первую очередь это оказывает влияние на экономики тех стран, где произошла девальвация. Для такой страны, как Кыргызстан, мы, да, связаны с ними, но не до такой степени, что у них случилось, обязательно должно случиться у нас. Вы поймите, что спрос на сомы и спрос на доллары, он формируется где? На территории Кыргызской республики, то есть внутри нашей страны. Да? И это определяется большим количеством факторов. Вот, допустим, в том числе торговым балансом? В том числе торговым балансом. В прошлом году мы предприняли ряд мер, которые нам позволили начать совместно с правительством дедоларизацию, процесс запустить. Вот мы запретили ипотеку в долларах. То есть это, могу сказать, какое это имеет отношение? В общем, прямое отношение. То есть для того, чтобы вам выплачивать ипотеку, вам каждый месяц покупать доллары, чтобы погашать перед банком. Сейчас это запрещено. Потом по нашему импорту, да, вот, количество импорта от чего зависит? От чего зависит количество? Ну, от спроса. Совершенно верно. Если люди не покупают чего-то, соответственно, импорт будет падать, соответственно, будет меньше спрос на доллары. И тем более за 25 лет в стране Национальный банк уже научился с этим работать. За последние 2-3 года и население стало понимать, что я не перестаю повторять, что когда идут резкие колебания, никогда не надо паниковать, бежать, что-то срочно делать. Ярким пример прошлого года, когда национальная валюта наша на 8% укрепилась. То есть очень многие люди именно в пике, когда на ожиданиях что-то заработать пытались, побежали, купили сомы по $70, по 75, по 76. Летом Национальный банк покупал эти доллары на рынке, потому что они никому были, кроме нас, не нужны, уже по 68. Есть ли какие-то оценки, насколько это влияет на валютный курс, дедоларизация? Такого на валютный рынок прямого влияния нету. Вы только что сказали, что имеет прямое влияние именно из-за кредитов.
Не, из-за кредитов, но мы же провели трансформацию. На сегодняшний день есть выбор, и первые подвижки в этом есть. Вы сказали, что вот в обычной жизни граждан, в принципе, доллар не имеет такого значения, которое придавали ему. Но если говорить о предпринимателях, в первую очередь о производителях, о тех, кто хочет производить на экспорт, в этой части доллар, он не переоценен. Не раз предприниматели заявляли о том, что готовы просить Национальный банк прекратить делать интервенции, ослабить, наконец, курс доллара, ослабить, наконец, вернее, курс СОМа, чтобы продукция, которая производится в Кыргызстане, была более конкурентоспособной. Вот им, что бы вы могли сказать? Ну, я хотел бы ответить на этот вопрос еще раз своим заявлением, которое я сделал. Никакой фиксации СОМа нету. У нас курс свободно формируется спросом и предложением. Что касается экспорта, здесь еще намного все проще. Вот у нас очень такое примитивное восприятие того, что обесценение национальной валюты сразу вызовет бум экспорта. Слушая вас, у меня складывается такое ощущение, что общепризнанная схема для стимуляции экспорта, общепризнанная во всем мире, да, это на протяжении долгого времени Китай ведет некоторую валютную войну, пытаясь там девальвировать свою валюту для того, чтобы их экспортеры были более в выигрышном положении. Сейчас то, что мы слышим от нового президента США, да, у которого есть определенная политика сделать доллар не таким крепким, каким он был при его предшественниках. Сейчас то, что мы наблюдаем, собирается делать Министерство финансов Российской Федерации, ослабляя рубль, в том числе и, уже экономисты заявляют, что это будет хорошо для наших экспортеров, а вот то, что вы, судя по вашим словам, вот эта вот схема для всех хороша, кроме Кыргызстана. Не то, что для всех хорошо. Каждая страна индивидуальна, и каждая страна имеет свои особенности в экономике. То есть нашим экспортерам не будет ни холодно, ни жарко от того, будет ли валюта стабильной или будет ли она падать национально? Нет, это, конечно, имеет значение, но как раз в первую очередь стабильность национальной валюты важна для того, чтобы можно было планировать. То есть какие затраты, какие расходы, что делать. Я почему обращаю ваше внимание на специфичность экономики? В нашей стране практически 70-80% всего потребляется. Даже вот вы сельское хозяйство говорите, да? Вот наши экспортеры сельское хозяйство. Где семенной материал берется? Импортируется. Чем наши трактора заправляются? Импортируются. Удобрения где берется? Импортируемся. Соответственно, какое влияние здесь будет слабого СОМа на конечную продукцию? Я поняла вашу мысль, да. Нам нужен более дешевый импорт, поэтому нужен крепкий СОМ. Нам не крепкий СОМ нужен, нам нужен стабильный СОМ. Ну и, конечно, вопрос, наверняка вам его тоже уже не раз задавали. Сейчас складывается ощущение, что вообще валютный рынок, он больше подвержен каким-то политическим решениям. Я к тому, что сильное ослабление СОМа, как следствие более высокая инфляция может привести к социальной дестабилизации, чего нам вот сейчас в 2017 году на пороге президентских выборов не надо. Есть ли какие-то в действиях Национального банка политические моменты, которые определяют, нужна нам инфляция высокая или не нужна? Политика, она не может вмешиваться в роль Центрального банка. Но хочешь не хочешь, мы живем в стране, и поэтому термин политическая экономика означает, что экономика, она подвержена всяким политическим вещам. Но это больше нас косвенно тоже Центральный банк затрагивает по одной простой причине, потому что мы, Центральный банк, отвечаем только за одну часть, за денежно-кредитную политику. Есть еще фискальная политика, то есть которую проводит правительство. Повышение пенсий, увеличение пособий, строительство новых объектов, расширение и так далее – это дополнительная накачка ликвидности экономики. И чем больше денег в стране становится, тем может подстегиваться уровень инфляции в стране. Но в этом плане мы с правительством очень четко и плотно работаем. Каждый месяц у нас существует координационная группа на уровне заместителя министра финансов и заместителя председателя Национального банка. Мы очень четко смотрим, чтобы не было тоже резкого увеличения или снижения сомовой массы. То есть в этом плане мы с правительством хорошо взаимодействуем. А политика, вы посмотрите на
Национальный банк, в принципе, на протяжении 25 лет банк как вел независимую политику, так и ведет.